Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики моего канала. Выбрался с утра на речку, время 6 часов. Но, как говорится, кто рано встает, тому Бог подает. Весь берег занят, вода тоже занята. Занята она перевертками, люди рыбачат по щучке. А я решил распаковать новую лодку. Купил новую лодку. Ботмастер, эгоист, люкс, ребята. Находится она вот в таком вот чехле. Хотелось бы остановиться по чехлу. Здесь лямки, и ее можно переносить как рюкзак. Так как мне достался подход к воде не совсем благоприятный, я легко при помощи вот этих лямок надел и спустился в труднодоступное место. И сейчас будем ее с вами распаковывать, посмотрим комплектацию, ребят. Стяжечки вот здесь есть. Значит, в комплект входит насос лягушка. Пригодится нам. Непосредственно сама лодка. Значит, длина лодки 2,50. Взял маленькую. 2 весла разборных. Значит, в комплектацию входило одно сиденье, но я заказал дополнительное, для того, чтобы на одном сидеть, на другом раскладывать приманки. Обошлось дополнительное сиденье мне в 500 рублей. Значит, на данную лодку можно поставить транец. На лодке написано, что мотор можно вешать до 6 лошадиных сил, но мне это не нужно. Транец буду использовать для крепления датчика эхолота. И дно, книжка, значит. В этой лодке будет жесткое дно. Ну и остался только ремкомплект с клеем и с кусочком ПВХ для заплаток, ребят. Очень удобная сумка. Сейчас накачаю лодку и посмотрим, как эта лодка будет выглядеть в накачанном состоянии. Первый раз это делаю, только забрал из магазина на днях и решил с вами вот ее вместе накачать. Качать лодку будем опять беспроводным насосом.
Вставляем сиденье. Сиденье вставляется по принципу лип-трос, очень удобно, двигаются, можно регулировать как надо. Перед тем как вставить дно, лодку нужно накачать не до конца, чтобы удобно было вставить дно книжку. И сейчас осталось только штатным насосом докачать лодку до нужного конечного давления. Лодка готова. Сейчас будем спускать на воду и пробовать лодку на воде. Не переключайтесь. Так, вышел на воду. Лодка нормальная, так прикольно. Маленькая, компактная. Якорь держит на течении. Начинаем пробовать, какие воблеры у нас будут проходить, какие не будут. Погоду передавали дожди, а на улице жара. Уже вот сколько время-то, 6:30. И жарко. Но будем пробовать, ребята, Поставил гипнозик пока. Эти воблеры у меня разведчики. Посмотрим, сейчас будут проходить по глубине, как чего. И будем смещаться. Начало переката заняли ребята с перетягом. Ловят там на майского жука или на кузнечика на какого-то. Один товарищ прибрежную зону забросал перевертками. Ловит щучку, говорит, брала в ночь. Ниже по течению вижу, тоже лодку стоит. А мне уж что досталось, короче. Будем пробовать. Стою на середине потока. Сейчас здесь побросаю, потом попробую сместиться, куда-то бросать буду под берег. Так, меняем точку. Хочу добрасывать до прибрежной зоны, чтобы маленечко под кустики кидать. Сейчас прямо здесь на тёке встанем и будем швырять под кусты. Посмотрим, якорь держит, нас не держит на течении. Ага. Так, ну что, маленечко. Так, вроде встали. Сейчас будем пробовать здесь. Так, уже я буду добрасывать сейчас. Сейчас посмотрим.
Ребят, наконец-то первая поклевка. Небольшой жерешок. Начал бросать в эту сторону. И первая рыбка. В прошлом году на этом месте мне попадались такие рыбки. Первый раз я ловил таких вот маленьких жерешков, и поэтому сразу не понял вообще, кто это такие. Но сейчас я понимаю, это маленький жерешок, ребят. Все. Отпускаем. Позови мамку с папкой. Попался он, значит, на воблер Hickory от The Baits. Вот такой. Так, будем продолжать. Так, ребята, забросил воблер на кусты, и из-за этого пришлось сместиться. Но здесь вот такое вот место, как бы сечение, и вон там обратка. Попробуем поймать что-то здесь. Здесь может и щучка держаться. Непонятно, что с глубиной, конечно, но будем пробовать. Голавль себя по-прежнему не проявляет, нигде всплесков нет. Будем перебирать воблеры. По прошлому году, как бы, можно сделать выводы, что голавль тоже клюет выходами какими-то. Может не клевать, а потом как взять и заклевать. Все на свете. Ну и также воблеры тоже, блин, можно кидать разные, не клюет, блин. Поставить какой-нибудь воблер с Алиэкспресса и получить поклевку. Поэтому будем экспериментировать. С приманками. Посмотрим. Сейчас попробуем и с заглублением тоже поиграть. Поставим диповые, посмотрим, будут цепляться или нет. А пока у нас Смит Камеон супер заряжен. Хороший заброс, но воблер перехлестнулся, ребятки. Такая обраточка здесь. Под берегом. Просто идеальные условия для стоянки головля. Так, и пока не клюет, про камеру хотелось бы сказать. Те, кто следит за моим каналом, знают, что у меня была проблема с камерой. Значит, у меня было GoPro Hero Plus LCD с экраном, но она у меня глючила, что-то там зависала, были проблемы, и я ее по гарантии отнес в магазин. Мне сказали, что через 45 дней, если мы вам не позвоним, придете, мы вам отдадим камеру. Я подумал, что через 45 дней лето закончится, и поехал в город Арзамас и купил там новую камеру. Думаю, ту отремонтируют, оставлю в резерв. Взял Hero 4 Silver, сейчас снимаю на нее. Проблем никаких нет, значит, отличная камера. А по той камере после покупки
новый. На следующий день позвонили с магазина и сказали, мы возвращаем вам деньги. Представляете? Я думаю, это вообще удача. Думаю, так не бывает. Вот, и получилось так, что я просто заменил камеру. Вернули мне деньги, и я улучшился. Камерой доволен, снимает, проблем никаких не возникает. Ух, ну чё, погода просто шикарная. Завтра, значит, поедем либо на Аку, посмотрим, либо в устье реки Мокша. Организуем там рыбалочку сплавную, но с мотором будем подниматься и спускаться. Мы уже в этом году так делали с дружищей. У нас клевали там жерешки. Но была проблема с камерой, и я там плюнул на все это дело, блин. Не стал снимать. Вот, так что не будет клевать. Завтра, может, будет клевать в другом месте. Погода шикарная, птички поют. Июнь, конечно, дождливый, плохой. Посмотрим. Сегодня что у нас, какое число-то? Сегодня 24-е. Вчера смотрел прогноз дождь, дождь, дождь. Утром встал, посмотрел прогноз солнце, солнце, солнце. Блин, вообще нельзя верить на интернетному этому прогнозу, блин. Ладно, будем менять воблеры, кидать, ребята. Пока одна вот поклевочка небольшого жерешка произошла. Больше потычек не было. Так, кидаю. Поклевок нет. Точнее, был один выход. Но там какая-то некрупная рыбка была. Странно, очень странно. Вода мутноватая после дождей. Постоянная перемена погоды какая-то. То дождь, то солнце. Блин, может, это тоже как-то влияет на рыбу. На улице 19 градусов. Ветра нет. Экспериментирую с воблерами, с проводками. Результатов никаких. Да, идет лодка с мотором. Шансы поймать головля уменьшаются. Интересное место, уже здесь трава поднялась, ковер. Скоро здесь вообще будет все в траве. Сейчас попробуем прямо вот на ней встать вот здесь как-то и побросать. Встал прямо на бурлилку. Попробую здесь. Не знаю, получится у меня вернуться назад или нет через эту траву. Но вроде у лодки уключены крепкие ребята. Посмотрим, есть ли голавль на течении вот здесь. Очень сильный поток. Вода очень мутная. Пробуем. Чабика поставил.
Так, что, не клюет, прошел сплавом. Успел сделать забросов 10. Поклевок нет. Все, буду подниматься вверх переката и пробовать там что-то делать. Лодка идет уверенно, уключенная, надежная. Маленькая, компактная. Доволен. Доволен, ребята, доволен. Отличная лодка. Посмотрим, конечно, как она там по выживаемости, там чего. А так по комфорту, в принципе, неплохо. Маленькая, компактная лодка, легкая. Все, застряли. Сейчас буду цепляться руками за траву и пробовать преодолеть этот участок. Фух, на веслах пробрался. Трава еще молодая, непрочная, но весла надежные. Это радует. На веслах прям пропер. Так, может быть, там ребята уехали, они с ночевкой, наверное, были, не знаю. Освободили мне начало переката. Попробую покидать там. Изначально там планировал рыбачить, но было занято. Ловили на перетяг они, и перевертки у них стояли вдоль обоих берегов. Сейчас посмотрим. Вымутил, ребята, какую-то рыбку. Окушка. Вернулся на место, где стартовал. Решил тут покидаю, потом поднимусь выше, еще на перекат. Меняю воблеры. И на косодаковский вот Роджер. Вот такой. Клюнул вот такой окунек. Неплохо. А я только подумал, думаю, блин, даже окуня нет. Нет, вот маленький схватил. Ладно, что, будем ждать, может, схватит голавля громадный. Поднялся на сам перекат. Давление упало. Появился ветерок. И небо захмурело, ребята. Чую, будет дождь. Поэтому нужно сворачиваться. Рыба не клюет. Ребята на перевертке говорят, что щука с утра и ночью активно брала. Не крупная, килограмм, там до килограмма. И местный дед приплыл здесь половить подуста. Сказал, что среди недели здесь бьют электроудочками.
Не знаю, насколько это правда. Но не клюет. И также ребята вот поймали одного головля на перетяг. Голавль с икрой. Возможно, голавль не клюет, потому что у него какой-то период икрометания происходит. Короче, хрен его знает. Перемена погоды, все остальное. Не клюет. Но красота неописуемая. Вода журчит. Бурный поток такой здесь. Так, по лодке что еще хотелось сказать. Высокие борта. Стою на течении, как бы никакого захлеста воды нету. На белой лодочке, на Нептуне, у меня захлестывал, ну, борта были пониже и захлестывало воду иногда. То бишь большое преимущество высокий борт, 40-ка, по-моему, или сколько. Однозначно плюс. Так, ладно, погода портится, надо сворачиваться. Если бы рыба клевала, она бы клевала. Именно в этом месте я поймал своего первого килошного головля, вот из-под этих кустов. Рыба не бьет. Сейчас будем сворачиваться домой. Все, последний забросик тут. И с плавом еще посмотрим. Оба, ничего себе. Нет, все. Поехали домой. Завтра поедем снова на рыбалку. Посмотрим, что будет у нас там. Так, ну что, все, рыбалка подошла к концу. И все-таки я был прав. Начинается дождь, ребята. Понял я это заблаговременно, но не принял решение заблаговременно. И поэтому я, наверное, сейчас попаду под дождь. Поэтому ни минуты замедления. Срочно выхожу и собираюсь. Все, дождик, 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 собираемся. Так, ну что, дорогие друзья, не успел я свернуть лодку, начался ливень на улице, но хорошо, что успел, ну, вещи все оттащить в машину, лодку пока перевернул, там закончится дождик и начну сворачиваться. Что хотелось сказать по лодке. Лодкой доволен. На воде себя отлично показала. Маневренная, высокие борта, надежные весла, уключены надежные. Как бы я там все помещаюсь, приманки у меня помещаются, все разложил.
довольно-таки комфортно. Значит, пол жесткий во всей лодке. Стоять тоже удобно, стоя рыбачить. Лодкой доволен. Удалось поймать 2 рыбки, но эта задача была второстепенной, скрывать не буду. Хотелось поймать, конечно, огромадного головля, но, видимо, это будет в следующей истории. Думаю, что попробуем эту лодку под мотором. Если мне друзья не откажут, попробуем навесить Yamaha. 3 лошади. Есть Sea Pro 2.6 и Suzuki 2.5. Попробуем лодку под этими моторами, как она будет ходить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Ребята, вовремя я все-таки свернулся. Вот такое дело творится. Лодку только не успел просушить, а так вовремя смотался. Жесть, жесть. Страшный ливень.